YouTube-блогер Дооронбек Адаханов. Специально проект Мекендештер приехал из Кыргызстана в Мальту, столицу Валетта. Рада вас видеть. Мне эта страна очень понравилась. Она такая маленькая. И население, мальтийское население очень дружелюбное, очень мирное, но в то же время они очень трудолюбивый народ. И хотела что-то, наверное, скорее для себя, доказать себе, что я сильная женщина, что я могу что-то. Я хотела что-то новое. И уехав, сейчас уже вот спустя, наверное, 30 лет прожив здесь, я хочу сказать, что я ни о чем не пожалела. Образование здесь от школы до магистра бесплатное. Наши дипломы, то есть здесь не котируют, Наши дипломы, да? И дипломы постсоветских соцстран, они вообще не котируются. Здесь капиталистическая страна считается, и у них здесь свое образование, и надо начать с нуля. Мальта, она очень маленькая. Остров Мальты по длине он 27 километров, а ширина 14,5. Конечно, Дооронбек, во всех этих положительных изменениях, которые происходят сейчас в Кыргызстане, вы вносите свой непосильный труд, свою лепту. Благодаря вам, вашей передаче Мекендештер, в мире стали узнавать Кыргызстан, спрашивать традицию, культуру. Арбаңыздар, урматтуу биздин көрөрмандар, кайрадан сиздер менен Мекендештер долбоору жана Door Life Media YouTube каналы. Кызматыңыздарда мен Дооронбек Адаханов. Бүгүн биз Мальта өлкөсүнүн борбору Валетта шаарына келдик. Бүгүнкү биздин каарманыбыз, биздин мекендешибиз Жаңыл Бозгончиева болмокчу. Бизден алыстабаңыздар, кызыктын бары алдыда. Здравствуйте, дорогие наши телезрители. Снова с вами проект Мекендештер. Мы находимся в Мальте, столице Валетта. Сегодняшняя наша гость, наша соотечественница Жаңыл Бозгончиева. Смотрите нас, все интересное впереди. Жаңыл Бозгончиева родилась 21 февраля 1969 года в живописном селе Букунбаево, что раскинулось среди гор и озер Иссыкульской области в Кыргызстане. Ее детство прошло в атмосфере теплой семьи, где царили любовь к знанию, преданность труду и глубокое уважение к слову. Отец Бозгончиев Бейшен был известным журналистом, а мать Алиева Зина работала линотиписткой. В доме, наполненном книгами и живыми дискуссиями, росли 6 детей, 5 сестер и 1 брат. Вся семья проживала в столице Кыргызстана, городе Фрунзе, и все дети с раннего возраста занимались музыкой, что сформировало их многогранное восприятие мира и стремление к самовыражению. Со временем, несмотря на жизненные перемены, семья продолжает жить в столице, ныне Бишкек, сохраняя верность своим корням и традициям. С детства Жаңыл тянулась к знаниям. В 1986 году она окончила среднюю школу номер 5 во Фрунзе, оставив в сердцах учителей и одноклассников воспоминания о любознательной, целеустремленной, неравнодушной девушке. Мир манил ее новыми горизонтами, и вскоре началась ее профессиональная и академическая одиссея. Первым шагом на этом пути стала работа в Первомайском райкоме комсомола, затем в Свердловском райкоме партии и Чуйском областном совете народных депутатов. Она быстро зарекомендовала себя как ответственный и энергичный человек, способный решать сложные задачи. Судьба давала ей возможности, и она с благодарностью принимала их, развиваясь и совершенствуясь. В 1990 году Жаңыл поступила на экономический факультет Горно-геологического института Фрунзе. Однако жизнь приготовила для нее удивительный поворот. В конце 90-х она решает переехать на Мальту, маленький остров в Средиземном море, который станет ее вторым домом.
Новый этап был непростым, но Джанел всегда верила, труд и настойчивость приведут к успеху. Она начала свою карьеру на Мальте в международной школе в качестве представителя по связям с общественностью, где ее способностью находить общий язык с людьми разных культур стала бесценным качеством. С 2010 года ее профессиональный путь был связан с Министерством внутренних дел и национальной безопасности Республики Мальта, где она занималась вопросами миграции и безопасности. 8 лет работы в этой сфере сделали ее экспертом в вопросах глобальных вызовов, но душа ее искала что-то большее – призвание, которое приносило бы не только профессиональное удовлетворение, но и глубокое внутреннее ощущение пользы миру. Такой переломный момент в ее жизни наступил благодаря ее любимому мужу Марлону Бухажару. Именно он, инженер в области медицинских технологий, открыл для нее мир медицины, вдохновив на путь милосердия и заботы. С его поддержкой и верой в нее Джанел решила посвятить себя сестринскому делу, понимая, что именно здесь она сможет реализовать свою страсть к помощи людям. В 2018 году она окончила Мальтийский университет, получив степень бакалавра по специальности «Сестринское дело». С этого момента ее жизнь неразрывно связана с медициной, заботой о тех, кто нуждается в помощи. Работа операционной кардиологической сестры в Государственном национальном университетском госпитале стала для нее не просто профессией, а делом жизни. В 2025 году Джанел защитила кандидатскую диссертацию на тему «Послеоперационный уход за пациентами, перенесшими сложные, комплексные и обширные хирургические вмешательства». Это было признанием ее многолетнего опыта, ее научного поиска и стремления сделать медицинскую помощь еще более эффективной. Но она не останавливается на достигнутом. Впереди новые цели, в числе которых защита докторской степени. Личная жизнь Джанел Бузгунчиевой наполнена воспоминаниями о счастье и любви. Ее брак с Марлоном Бухажаром был не только союзом сердец, но и союзом идей, поддержки и вдохновения. Именно он помог ей найти себя в профессии, подарил уверенность и направил ее к мечте. Сегодня она продолжает идти по жизни с достоинством и силой, черпая вдохновение в своем деле, в своих близких и в мире, который она делает лучше каждый день. История Джанел – это история о силе духа, о том, как знание и доброта могут изменить не только одну судьбу, но и жизни множества людей вокруг. Это история женщины, для которой границы существуют лишь на карте, но не в сердце. Саламатсыз бы? Здравствуйте. Добро пожаловать. Как доехали? Специально проект Мекендештер приехал из Кыргызстана в Мальту, Молодцы. столицу Валетта. Молодцы. Рада вас Молодцы. видеть. Я Рада думаю, мы вас сегодня будем с вами разговаривать о вас, о ваших успехах, ну а также о Мальте. Конечно. Первый же вопрос. Как получилось, вы что здесь оказались и сами откуда? Да. Меня зовут Джанел, фамилия Бузгунчиева. Я сама с Кыргызстана, с Исыкуля. Родилась я в Бакамбаево. Папа сам Гульдук, а мама с Джитогуса, с Покровки родители. Папа был журналистом по образованию, работал в издательстве. Тогда одно единственное издательство было в Бишкеке, Алатау. И мама там же работала в типографии. Ну, в последующем мама вышла на пенсию по инвалидности. Мы вообще большая семья. Всю жизнь выросли в 10-м микрорайоне. Наверное, каждый сейчас, кто знает, помнит 10-й микрорайон. Нас 5 девочек и 1 брат, 6 мы, большая семья. Много лет назад, ну уже, наверное, больше, я все время путаюсь, забыла, в каком году я точно приехала. Но это был конец 90-х годов, когда Советский Союз разрушился. Я, наверное, хотела что-то для себя открыть новое, начать что-то с нуля. И я решила резко поменять свой образ жизни и уехала. Приехала на Мальту. И мне эта страна очень понравилась. Она такая маленькая, и население, мальтийское население очень дружелюбное, очень мирное, но в то же время они очень трудолюбивый народ.
И где-то меня вот это подстегнуло, их культура мне понравилась, и я решила остаться. Вот. Я начала свою карьеру в Министерстве внутренних дел и в Министерстве юстиции, поскольку страна маленькая, министерства объединены. Я получила там работу, был большой конкурс, 1765 человек было, и было всего лишь одно место. Я проходила интервью более 6 часов, и вот достойно победила этот, как говорится, отбор, конкурс, и меня приняли сразу на государственную службу. Вот. Моя работа была связана с национальной безопасностью и с эмиграцией. Я часто ездила в командировки почти каждую неделю, через каждые 3 дня. Естественно, я была замужем, и моего мужа это не устраивало. Он, конечно, терпел, любил меня. Когда любишь человека, терпишь, как говорится, все свои недостатки или минусы, или плюсы превращаешь в достоинство. И мой муж как-то это пытался обходить. Но в конце концов он начал меня подталкивать, чтобы я выбрала мирную профессию. Вот. И поскольку мой муж сам работал в системе здравоохранения, он сам инженер по образованию, и он меня подстегнул, подтолкнул, чтобы я перешла в здравоохранение, выбрала более-менее женскую профессию. Чтобы перейти в здравоохранение, Минздрав, поскольку это совсем другая специальность, мне пришлось начать все сначала. Мне пришлось идти в Мальтийский университет, наш единственный университет, и получать образование сначала. Вы получили из 765 человек. Да, и среди них получили, да? Одно место Одно было. место. Госслужащие меня сразу приняли после собеседования. Собеседование было большое, там человек 26-27 человек было. А в Кыргызстане что вы заканчивали? Я училась на экономфаке, но я не доучилась. С неоконченным высшим я уехала. Уехали. Да. В Кыргызстане я работала. Вообще я начала свою карьеру в Кыргызстане с райкома комсомола, поскольку я уже в возрасте, и надо уйти назад в советское время. Я закончила школу, 5-ю школу киргизскую нашу в Бишкеке, во Фрунзе в то время. Вот. И потом я начала с райкома комсомола, с Первомайского. Потом я перешла в райком партии вместе с Джамал Тюнбайной. Наверное, все вы знаете эту Эджи, очень уважаемую, хорошую. Она была моим руководителем очень много лет. Вот. После этого я работала в Чуйском областном совете народных депутатов и Чуйская обладминистрация с Апаз Джумагуловичем, Джамал Тюнбайной. После, когда Апаз Джумагулович переехал, его назначили послом в Германию, Феликс Шаршамбаевич Кулов занял его место. Я с ним немного поработала, ну и потом я уехала. Такой вопрос. Вообще, какие законы в Мальте, какое обеспечение государственное, страховка, медицина, зарплата? Давайте я, наверное, тогда начну с государства. Государственный строй. Значит, Мальта – парламентское правление, есть президент Мальты, но президент, он номинальная фигура, чисто принимает гостей, послов, президентов других стран, чисто номинальная фигура, а правление правит парламент, премьер-министр Роберт Абелла, это вот наш парламент, да, и премьер-министр Роберт Абелла. Вот. Система здесь двухпартийная. Есть всего лишь 2 партии, население маленькое, 2 партии, националисты и лейбор. На данное время партия лейбористов правит, в число которых я тоже хожу, поскольку у меня теперь, не теперь, а уже давно мальтийское гражданство, я тоже имею право голосовать. Я уже 4-5 выборы я голосую.
году. На Мальте социальная заработная плата и страховка, все сделано так, чтобы ориентировать население, поддержать население, и чтобы местное население себя чувствовало защищенным. Зарплата примерно, средняя, я буду говорить, когда подходишь к вопросу зарплаты, очень сложно. Допустим, докторантура, профессура, они получают громадные миллионы годовой. Мы идем от годового. Если взять средний слой населения, где-то от 3, 5, 7 тысяч, вот так вот заработные платы. Это среднее, я говорю. Отчисление 35% налог государственный. И есть еще отчисление пенсионное, чтобы каждый госслужащий себе на пенсию. Но даже частные компании, если ты работаешь на частника, они тоже должны платить и налоги, и социалку, стамп, чтобы в будущем, когда ты уже выходишь на пенсию, человек был защищен, чтобы он заработал свою пенсию. Образование здесь от школы до магистра бесплатное, то есть школа полностью бесплатная, здравоохранение бесплатное, магистратура 75% государство оплачивает, возвращает, если ты, естественно, успешно защитился. Докторантуру нужно искать, кто может тебя профинансировать, но это тоже несложно здесь, потому что каждый, если ты идешь на доктора, здесь само государство заинтересовано в тебе, то есть они тебе оплатят, лишь бы ты выучился и защитился. И, конечно, это стоит того. Но, как я говорила, у нас только один университет мальтийский. Чтобы защитить докторантуру, нужно ехать в Англию. И там больше 5-7 лет работать именно с профессорами, чтобы получить докторскую ученую степень. И это я говорю не только про медицинских докторов. Любая докторская, все должны ехать. Система здравоохранения здесь ориентирована на английскую. Почему? Потому что все-таки Мальта была много лет колонией Англии и получила независимость в 1965 году только. Поэтому здравоохранение и образование ориентировано на английскую. Вот. Мы знаем, что вы работаете в сфере здравоохранения. Давайте тогда поедем к вам на работу. Продолжение нашей беседы, Джанлай, мы сегодня пришли к вам на работу. Расскажите о своей работе. Здесь, значит, единственный государственный госпиталь на Мальте находится. Здравоохранение на Мальте, оно бесплатное. Все больные приезжают сюда. Есть иностранцы, которые тоже могут обратиться по разным причинам. И, естественно, это будет тогда оплачиваться. А так все население бесплатное. Вот. Я сама, давайте кратко о себе расскажу. Я сама работаю здесь. У меня образование, высшее образование, медицинская сестра. На Западе система здравоохранения совсем другая в сравнении от нашего социалистического строя. Медицинская сестра за границей должна быть с высшим образованием, потому что система здравоохранения совершенно отличается. Отличается, да. Дело в том, что больных здесь полностью с утра до вечера круглыми сутками их ведут только медсестры. Врачи утром приходят, делают обход, делают назначение и уходят. За отделениями, если взять нашу систему, я имею в виду систему Советского Союза и все 15 республик, за отделение у нас в Советском Союзе, вы знаете, это врачи. Здесь наоборот, врачи, они здесь не присутствуют. Они, может, присутствуют 5%, только утром обход делают и уходят. Всех больных, все их с начала поступления до полной выписки, и после выписки мы их ведем.
Поэтому здесь медсестры все с высшим образованием, и они начинают от бакалавра и могут закончить докторской. Ну вот, проходите. Это наша известная больница. Больница была построена буквально 7-8 лет назад. Она самая новейшая по всем высоким технологиям. Много инженерных новшеств здесь вложено. Вообще мальтийское государство, оно затрачивает большие миллиарды, чтобы охранять здоровье населения. То есть государство совершенно не жалеет деньги, делают высокоробототические операции, инструменты дорогостоящие используют только один раз, после операции их выкидывают, хотя можно было использовать дальше, но деньги государство не жалеет. Больница рассчитана на 1700 мест, и ну, почти что сейчас немного стали увеличивать, почти 2000 коек. Вот, 5-7 тысяч, от 5 до 7 тысяч сотрудников, которые обслуживают этих больниц, начиная от профессуры, докторов, медсестр и всех остальных. То есть все вместе это около 7 тысяч сотрудников. Как вы видите, больница очень громадная, очень красивая. А какие операции здесь проводятся? То есть это онкология, хирургия? Все операции, да? Поскольку это одна центральная, это не только просто больница, это госпиталь, национальный госпиталь, но он университетский. Дело в том, что здесь все студенты, доктора и медсестры, они здесь учатся. Там я вам покажу после корпус, да. И тут же они здесь же практикуются, и тут же они остаются работать. Система на Мальте система такая: доктора здесь учатся, защищаются, но когда доходит дело до кандидатской или докторской степени, они должны ехать в Англию. Вообще, поскольку Мальта была английской колонией, у нас здравоохранение полностью построено на английской системе. То есть полностью взята с английской системы, да. И поэтому защита, любая защита должна быть в Англии. Здесь над нами 4 этажа, да, получается? Минус 4, потому что поскольку 7 тысяч сотрудников обслуживают больницу, всем где-то нужно парковаться. Основная проблема Мальты – это парковка, поскольку земля, остров очень маленький, земли практически нет, сотрудники где-то должны парковаться, поэтому было специально задумано минус 4 этажа парковки, где мы все можем приехать спокойно, запарковаться. У каждого есть свои зоны, отделения. Здесь есть все отделения практически, но у нас есть такая проблема – нехватка узких специалистов. Тогда государство Мальты что делает? Она полностью оплачивает больному, если какие-то нужны узкие какие-то, я не знаю, ну, операции специальные на голову, то тогда отправляют в Англию, конечно. Но за это несет государство полностью ответственность. У меня просто мечта, что если Садыр Джапаров, конечно, услышит, увидит, может быть, он захочет сделать реформу, и медицинская сестра получит статус профессии, признанной профессии с высшим образованием, где наши кыргыз-кыздар, балдар, джигиттер могли бы доучиться до докторской степени, но именно в сестринском деле, понимаете? Вот, конечно, у меня были предложения, поступают. Я еще, когда только начала кандидатскую защищать, уже были поступления, такие звонки с России. Они заинтересованы, они знают обо мне. Это, для них это удивительно. И они говорят, ну хорошо, вы там продолжаете учиться, там то все, и давайте мы потом, у нас есть такой интерес. Как бы уже, знаете, такое вот зернышко, они... Но, естественно, мне, как кыргызка, я бы хотела, чтобы первое вот из всех 15 республик, это может быть исторический факт, произошел бы у нас, чем произошло бы в России, а потом уже бы дошло бы к нам. Почему? Потому что я все-таки гражданка Кыргызской республики. Чанглай, вот мы сегодня уже приехали к вам на работу, с вашими коллегами хотим побеседовать. Такой вопрос вашим коллегам. Пусть расскажет о себе и как работается с вами, с Кыргызстана, как коллега, вы давно уже с ними дружите, и как о вас они думают, какие мнения у них?
Хорошо. Я сперва познакомлю. Это моя коллега Джейми Каруана. Она заведующая отделением медицинским. Это тоже мой коллега Джо Теста. Я его называю сэр. Всегда называю так, из уважения. Он близкий друг моего мужа. Он тоже зав. Отделением, только ортопедического отделения. Все мы закончили сестринское дело. Да, но они все с кандидатской. I had the pleasure of meeting Janil first at university because I was actually a lecturer, one of the lecturers in the labs. Значит, мы познакомились, первый раз мы встретились, когда я была студенткой первого курса, она была моим наставником. Ментор – это наставник. И у нас здесь, когда учатся, обязательно проходит практику. Она была моим ментором. Это было 4,5 года назад. И она описывает, что когда я попала в ее руки, я была очень дисциплинированная, стремилась к знаниям, к труду. Она меня вообще полюбила как коллегу, и вообще у нас так вот сошлось и по характеру, и по работе, по темпу работы, по знаниям. Кажется, она молодая, но у нее очень много знаний. Она молодая, но она уже преподает в университете, ведет группу студентов. Как руководитель она, конечно, очень сильный, мотивированный человек. Она вообще мой первый наставник, который замотивировал меня в эту профессию. Вот. Благодаря ей я выросла перед ее глазами. Вот. И, конечно, она говорит, что она очень удивлена мною. Человек, который приехал издалека, поселился здесь, добился многого, изучил культуру, язык, религию. Она говорит, что я очень уважаю население мальтийское и хорошо интегрировалась. И, конечно, они хотят мне отдать тоже что-то назад. Они, естественно, болеют за меня, учат меня. Она до сих пор, поскольку она ментор, она до сих пор, я могу к ней обратиться с любыми вопросами, потому что я сказала, медицинская сестра – это тоже каждодневный труд и знания. Все время нужно читать много статей, много научных работ. В сестринском деле, так же, как и у врачей, каждый день что-то открывается, и мы должны быть в тренде. И у меня всегда бывают вопросы, я всегда могу ей позвонить, обратиться в любое время. И, естественно, после первого курса наша дружба, мы сохранили эту дружбу, я вообще дорожу коллегами своими, и у нас такие добрые, хорошие отношения. Вообще мальтийцы, они очень друг за друга горой стоят, потому что остров маленький, население маленькое, всего лишь 554 тысячи человек, и они стараются за друг друга прям горой. Если что-то случится, каждый прибежит, каждый спросит, поможет, окажут. Хотя вот мы европейская страна считаемся, но если вы ездили по Европе, вы же были, вы знаете, европейцы, они сами очень холодный народ. Если что-то тебе случится, упал, перешагнут, пройдут. Мальтийцы, они очень друг за друга, очень дружная нация. Они живут как комьюнити. I know Janil first, I was a friend of her husband, and then he introduced her to me where he used to work before, and she came as well to work in CSSD at the time, and she always was a person to research and try to improve. And when she got this chance of doing nursing, we encouraged her, and till now, I'm proud as a friend, because she proved that she can make it. She just put all her best, even through hardship and whatever, and she managed, and we remained friends ever since. Thank you. Он говорит, что, естественно, он знает меня через моего мужа, потому что они дружили с моим мужем с первых дней,
как они стали вместе работать в больнице. Потом, естественно, через моего мужа, когда я уже перешла в здравоохранение, он со мной познакомился. Хочет сказать, что он никогда не думал, что я тоже приду на этот уровень. Специальность, выбранная мной, он говорит, ты заслуживаешь этого. Он все это время, во время моей учебы, он смотрел за мной, наблюдал и видел, что у меня идет хороший прогресс. Они, конечно, как мальтийцы, то, что я живу в чужой стране, и что я адаптировалась и дошла до такого ихнего уровня, вместе с ними я прям вошла в ихнюю среду, и вообще они меня считают мальтийкой. Они говорят, о нет, когда есть пятиминутки, у нас тоже, как у врачей, есть пятиминутки, они всегда говорят, на мальтийском ведут, а потом говорят, ой, мы забыли Джану. Да нет, она тоже мальтийка, типа она наша, девча. Вот. Естественно, они говорят, что я добилась хороших успехов, и как для иностранки они очень горды мной, ценят мою дружбу, помнят о моем муже, поддерживают меня. Вот. Есть ли у вас информация про Кыргызстан? Если есть, что можете сказать и что слышали вообще про Кыргызстан? Do you know anything about Kyrgyz Republic? Any information besides that I am from that part? Unfortunately, I don't know much, but hopefully in time I will plan to go and visit, because according to Janil, it's a very beautiful country. It has a lot of greenery, and and that's the nicest part of the earth, no? When there's a lot of green. So... К моему большому сожалению, он говорит, про Кыргызстан, я, говорит, практически ничего не знаю, но знаю только то, что, говорит, Джанил, это я, его коллега с этой республики, благодаря мне, говорит, я, говорит, слышал, и мой муж бывший тоже всегда рассказывал, что это очень горная страна, что это очень красиво, мы всегда сравниваем, как вторая Швейцария, где поет, и вот они всегда, мой муж очень всегда показывал видео, фильмы про Кыргызстан и говорил, вот я там был, мой муж так гордился, говорит, там такая красота, лучше, чем наша Швейцария, это, говорит, вторая Швейцария. Вот она She always talk a lot positively when it comes to her country, to Kyrgyzstan, so she make us like love Kyrgyzstan. Я всегда позитивно, их всегда приглашаю, заражаю, и мотивирую, заражаю их тем, чтобы они посетили мою страну. Thank you. Welcome to Kyrgyzstan. Приезжайте в будущем. Да, thank you. Would you like to say something also? Or ready? Сейчас вот, Доромбек, я хотела вам показать инфраструктуру больницы. Это считается почти полгорода, наверное, она занимает. Вот если вы видите, вот здесь начинается вертолетная площадка. Вот это, да? Да, вот вертолетная площадка. То есть сюда вертолет садится, забирает больных, да? Скорая подъезжает, вот специальная дорога, тяжелых больных, которых срочно нужно оперировать, госпитализировать. Вот вертолетная площадка. Справа, если вы видите, вот этот корпус, это морг. Вот они больницу построили, предусмотрели все для населения, для удобства населения. Если больной умирает в больнице, в отделении, они его спускают -2. Под землей тоже целый город, инфраструктура сильно развита, -4 этажа. И больных, значит, сразу на тележке в морг. Там, значит, все ритуальные услуги оказывают. И традиция вообще у католиков такая, они домой не забирают, не возят прощаться. Здесь есть очень красивая комната, церковная, маленькая церковь. Проводят, там есть холодильные камеры, проводят все ритуальные их обычаи, традиции. Да. И здесь же есть церковка, где собираются все их родственники, машины специально ритуальные, подъезжают. И отсюда сразу забирают и увозят забыла, где хоронят. Да.
Вот. Если взять, опять повернуться справа, вот корпус скорой помощи. Вот скорая, по скорой приезжает, это вот эта часть скорая. Опять справа это центральный ход нашей больницы. Слева все отделения идут, там 4 этажа, все отделения все в одну сторону, они разделены цветами. Зеленое, красное, оранжевое, то есть можно легко найти больного. Там кто-то госпитализировался, и больной скажет, я в коричневой зоне. Ну, то есть все это очень красиво организовано, без путаниц, потому что много людей, много больных. Это все очень красиво, очень удобно для населения сделали. Вот. Здесь же идет вот центральный вход, и справа вот здесь вот начало корпуса идет эта дневная поликлиника. После выписки люди должны приходить в поликлинику, чтобы обследовать их. Потом они, естественно, будут проходить лечение в своих поликлиниках по району, по месту жительства. Но в больнице тоже есть своя поликлиника, дневной стационар, дневная поликлиника ДЭП. Это вот та часть. Если мы пройдем дальше, там инженерные корпуса идут, потому что больница по всем новейшим технологиям была построена. Окна в больницах не открываются для того, чтобы микробы, пыль, бактерии не попадали. Все везде закрыто. Воздух в больницу проходит очищенный, специальные очищают, поэтому инженерная система здесь очень сильная тоже, да. Там целый у них корпус большой, и вот они полностью содержат энергию, батареи, все, что нужно. В общем, вся инженерная система тоже здесь присутствует. Никуда ничего не надо, если там какое-то отключение, какая-то авария произошла, утечка, света нет. Ну, все. Начиная от бытовой до медицинских, инженерной системы, все здесь находится. Если вы здесь посмотрите, вот здесь находится онкология. Это отдельный корпус для онкологии, и он соединяется стеклянным мостиком с больницей. Потому что если, допустим, прооперировали больного, он тяжелый, ему нужна химиотерапия, то есть его также вот спокойно едут и везут, да. Никуда не надо, смотри, с больницы, с одного корпуса переходишь в онкологию, да. Онкология была построена позже. Госпиталь называется Mother Day Hospital, она единственная. Вот. А он был построен, этот корпус, позже, чем госпиталь национальный, и тоже есть все оборудование, все, что существует в мире, там химиотерапия, иммунотерапия, все, что нужно, все здесь есть. Все последние новшества, оборудование, все здесь присутствует. Естественно, как я знаю, слышала, что кто онкологически больные, там должны платить, туда-сюда, такого здесь нету. Полностью на обеспечение государства, да, полностью. От начала до конца они полностью. Все бесплатно, ничего платить не надо. Да, химиотерапия, это, конечно, очень большие затраты. Я вот иногда смотрю тоже по телевизору в Кыргызстане, как наши соотечественники иногда жалуются по телевидению, говорят, что вот нужно за это, за то платить. Вот. Я поэтому хочу рассказать, что здесь система, социалка очень защищенная, и государство не оставит. У человека, если химия, рак или что-то, он знает, что он приедет. Вот от начала специально есть для них парковки, вот, что онкобольные, есть специальные карточки. Он сразу входит в систему здравоохранения как отдельно онкологически больной, и у него есть такие карточки маленькие, и с этими карточками у него есть везде скидки какие-то, скидки там по скорой поступил, его вместе с другими больными не будут, потому что онкобольные, они подвержены к малейшим микробам, к инфекциям, их отдельно сразу мы предоставляем отдельный кабинет, отдельно, и там его отдельно смотрят. Все ради сохраны его здоровья это делается. Поэтому даже вот, ну, может быть, это мелочь, но это тоже приятно, конечно, что у онкобольного есть какая-то прерогатива, есть какая-то скидка. И даже по государственной и после выписки больного не оставляют, за ним закрепляются специальные волонтеры, есть специальные
НГО, это специальные частные компании приходят, предлагают, нужно ли вашему дому там, я не знаю, инвалидную коляску. Раковый больной, вы же знаете, он в конце уже становится лежачим больным. Нужны специальные кровати, нужно специальное оборудование. Все это не нужно ничего покупать. Государство тебе предоставляет до конца смерти. Потом, когда человек умер, все это можно вернуть. Платить ни за что не нужно. Инвалидная коляска нужна. Вот там, когда у входа заходишь, там специально есть отделение, где можно получить любое оборудование, любое, которое человеку требуется. Даже палочка, коляска инвалидная. Ну, все, что нужно человеку для его сохраны здоровья, для его продвижения, для его мобильности. Все государство предоставляет. С этой стороны, то, что интересно, ничего покупать не нужно, затраты нету. Доронбек, ну, как я вам уже говорила, больница – это самый настоящий мини-город. И много корпусов, много отделений. Они сконцентрировали все, чтобы население Мальты не бегало, не ездило по разным местам. Они здесь построили целый медицинский город. Эта часть – это дневной стационар. Люди сюда приезжают на маленькие операции, которые не требуются дальнейшей госпитализации. Утром они приехали, их зарегистрировали, положили, сделали операции, и вечером они уже выписываются. Возможно, может быть такая ситуация, что после операции там что-то произошло, то тогда врачи подходят и говорят, нет, этот больной должен госпитализироваться в дальнейшем, и мы его переводим в обычное отделение. То есть этот корпус именно дневной стационар, однодневный, который утром пришли и вечером уходят. Здесь, если, Доронбек, вы посмотрите, я вам всегда говорю про инженерную систему, очистительные, выхлопные. Целая очень такая большой комплекс инженерного сооружения находится вот здесь. Я же говорю, в больнице окна нигде не открываются, чтобы не было пыли, бактерий. Все это закрыто, все здесь очищается. Специальный свет, даже регулирование обычного цвета тоже регулирует, чтобы больному было удобно, не знаю, там после операции. То есть инженерные сооружения здесь, именно инженерная система, и акцент очень сильно тоже затратило государство большие миллионы, чтобы сделать отдельный инженерный корпус для удобства больных. Никуда никого вызывать не надо, у них здесь есть все подразделения, от электриков, ну все технические сотрудники, все здесь присутствуют. Есть контрактные работники, кстати, их, когда больницу строили, были приглашены сотрудники технические, инженера с Югославии. Их так и оставили по контрактной работе, им здесь предоставляют жилье, и вот они здесь после строительства больницы остались и обслуживают эту техническую больницу. Государство тоже их полностью содержит. Бесплатное питание, как я говорила, сотрудники 2 раза в день могут кушать за счет государства. Если сотрудник не хочет кушать завтрак, обед, то он может финансово, государство может ему компенсировать. И когда он получает зарплату, вместо еды он получает свои проценты, которые должны были затратиться на еду. Также техники тоже их привозят утром рано, одним автобусом. Все, не нужно мучиться на автобусах или отдельно машину покупать. Все организовано, их привозят на автобусах. Здесь они полностью питаются, их полностью кормят. И вечером также все организовано, их развозят по домам. Это бы может показаться мелочью, но даже вот такая часть, и то продуманная для удобства сотрудников, которые наемные нанимают. То есть государство не щадит деньги, миллиарды тратятся на эту больницу, на содержание этой больницы. На содержание даже может больше тратиться. Вот. Внутри у нас нет, естественно, никакого дефицита с никакими препаратами. Все, что нужно, все есть в
достаточном количестве. И сейчас, вот последние лет 5, больше акцент идет на разовое, чтобы не стерилизовать какие-то материалы медицинские. Все разовое. Это, конечно, очень много затрачивается, но государство не жалеет деньги для своего населения. Здесь целый город идет, вот это сейчас, видите, еще не закончено, это студенческий городок, здесь факультеты, кафедры, и вот наш, с гордостью могу сказать, Мальтийский университет, который я тоже закончила. Вот он, единственный Мальтийский университет. Для такой маленькой страны у нас только один университет, но есть колледжи, есть техникумы в нашем, под наши стандарты. Вот, но университет один. Это не медицинский университет, чтобы вы меня правильно поняли, это университет Всей Мальты. Всей Мальты, да. Один единственный университет, где есть все учебные корпуса, все кафедры, все кафедры, учебные корпуса, все специальности, все там присутствуют. Мы, конечно, можем поближе подойти, там, к сожалению, разрешение алган жоқ, но можно поближе подойти, просто сделать снимок и это самое. Здесь корпуса находятся для студентов. В последнее время я заметила тенденция с Европы, с континента, даже с Америки приезжают учиться у нас. Во-первых, говорят, у вас хороший стандарт образования, и по сравнению с такими странами, как Англия, Америка, с Австралии, с Канады приезжают. Много арабские страны сейчас стали приезжать, студенты, мусульмане. Очень, страна Мальта очень толерантно относится ко всем религиям, поэтому арабы это заметили, и вот сейчас именно мусульманские студенты приезжают. Если вы видели, даже мы, может, по коридору, когда ходили, врачи, они в хиджабах, разрешено. Вот. Они приезжают, потому что говорят, что высокое качество образования их устраивает, и оплата по сравнению с другими странами намного дешевле. И вот сейчас такая тенденция, Мальтийский университет очень ценится. Кроме того, кто заинтересован, меня могут понять, у университета есть очень богатая библиотека. Мальта вообще сама, она очень, ее древняя история идет до нашей эры, 4000 век до нашей эры начинается. И там есть уникальные книги в одном экземпляре во всем мире. И то есть именно вот библиотечный материал в других странах, когда они в интернет заходят, они видят, что вот этот материал именно на Мальте можно найти. Во всем мире нету. Есть уникальные книги, уникальный материал. И вот студенты со всего света приезжают именно за университета, чтобы вникнуть, кто вот именно ведет от бакалавра до докторантуры, им здесь очень нравится, потому что качество образования ценится. Подчеркивает Европа, что Мальтийский университет, он очень престижный университет, старая библиотека и материалы доступны. Каждый студент может прийти и использовать этот материал, да. Потому что вы же знаете, когда учишься, ты всегда ищешь уникально что-то особенное, какой-то материал, подходящий под твою диссертацию, под твою тему. И это нужно искать. Искать это тоже время. И почему-то все сходится к Мальте. У меня были знакомые из Кыргызстана, которые учились в Японии, в международном юридическом факультете, и которые меня попросили, узнали, что здесь есть такие уникальные материалы, авторы, книги. Пожалуйста, вот созвонились со мной и говорят, помоги, вот мы приедем, ты подбери нам подборку, сделай. И выслали мне целый лист, список такой, да. И пока человек прилетел, я, значит, в Мальтийский университет сбегала так, показала им лист, они на меня смотрят. Говорят, откуда вы знаете? Я говорю, вот. И они, конечно, когда я им рассказала, они очень удивились. Да, говорят, у нас уникальная библиотечная система, древняя, новейшая, все это самое. И, конечно, они были удивлены, но и в то же время гордятся этим.
Джанлайм, для наших телезрителей очень интересно, как живут в Мальте, вообще как архитектурно расположены мальтийские квартиры. Мы специально сегодня пришли к вам в гости. Я уверен, что вы нам покажете. Добро пожаловать, проходите. Так. Ух ты. Вот. Так. О, Вы знаете, Доронбек, я когда мы решали, в каком колорите мы будем делать эту квартиру, мой муж захотел добавить именно киргизский национальный колорит. И моя сестра, когда мы были в отпуске в Кыргызстане, подарила мне вот эти вот фигурки. Она говорит, пусть охраняет твой дом. Вот киргизский джигит и наша кыргызская девушка с мечами. И когда мы зашли, мой муж говорит, по-моему, вот они должны стоять в этом месте, чтобы охраняли наш дом. Да. Проходите, пожалуйста. Сразу кыргызжитанот от Да, проходите. Это вот мое скромное жилье. Здесь вот находится зал. Киргиле, пожалуйста, Киргиле. Это зал, да? Да, это зал. Ага. Это мой муж, да. Ваш муж супруг, Марлон, да. Ага. К сожалению, он уже умер. Вот. Сколько вместе прожили? Мы прожили почти 20 лет в браке, да. 19 и там неполных 19 лет, ну я 20 лет прожили. Вот. Если Это здесь вы видите, это, орнамент. кстати, тоже наша кыргызская панно. Да. И опять-таки мой муж приложил руку к этому панно. Он хотел сделать очень красивую раму. И ездил, искал для вот этого панно кыргызского такую раму. Да. В общем, Супер. это его вкус был, да. Я здесь смотрю еще в коридоре. Вот. Вы знаете, да, это был подарок от моей тети. Моя тетя искусствовед в Кыргызстане. И вот эти копии она мне подарила, когда мы были в очередном отпуске. Здесь вот вы можете тоже посмотреть. Это чисто национальный, очень старая. Это старая акварель. Немножко, может, затемненная, не видно, но видно вот именно наша традиция, культура, где указано. Вот там даже, наверное, вот Бозуй стоит, вот это где-то в степи. Да. Вот. И вот мы как-то решили между Азией и Европой объединить этот стиль. Да, и специально сделали вот такой дизайн. У вас, получается, сколько комнат? Они как считаются? Вообще вот зал они не считают. Это как туалет, кухня, само собой разумеющееся. Они считают по спальням. Если у нас 3 спальни, значит это трехкомнатная. Если 2 спальни, значит это двухкомнатная. Вот. Но это у меня трехкомнатная квартира, да. Это у нас получается? Здесь у нас получается душ. Душ. Да, вот. Ну, он небольшой, но так, с уютом. Так, дальше. Здесь вот, значит, святая святых. Давайте я свет включу. Это маленькая комната, где я творю. Вот. Это мой диплом бакалавра университета Мальты. И вот к концу этого года сюда добавится кандидатская моя, да. Вот. Это святая святых, это где я сплю и где я творю. Это вам вручали, да? Вот, да, вообще это у нас же в Советском Союзе такие книжечки были, да, вот. А это вот такой вот диплом, очень красиво написано на латыни. Даже не на английском или там других, на латинском, да, вот. И вот здесь вот мой рабочий, маленький рабочий кабинет. Мне удобно просто. Здесь вот я работаю и сразу прилегла. Здесь наша спальня. Проходите, дорогие, проходите, не стесняйтесь, проходите, пожалуйста. Ух ты. Да, ну такая вот. И опять-таки я добавила вот здесь вот моя другая тетя. У меня очень много родственников. Тумараджи моя, Авазджиздем, вот они мне привезли вот такую пейзаж такой. И, по-моему, вот я вот забыла, они сказали, какая-то кость. Ну, вот,
Джулбарс, вот, Атайын, да? Да, Атайын, вот, привезли мне, сказали, что вот, Джамила, мы хотим, чтобы у тебя частица Кыргызстана всегда присутствовала. Ну, вот, мы решили сюда ее тоже немножко вписать. Да. Но мне кажется, она, наверное, вписывается в интерьер вот так аккуратно. Знаете, мы ее повесили, вот она так вот висит. Это спальня, Да, классно. обычная небольшая спальня. И здесь вот здесь вот я хочу сказать о вот этой вот тарелке. Это единственная память осталась от моего отца. Ей очень много лет, может быть, даже больше 60 лет. И я ее специально, она очень тяжелая была. Но муж говорит: Джамила, я сам ее понесу, не беспокойся. И мы ее прям Привезли. с 3 рейсами, с самолетом привезли. И мы хотели, чтобы это тоже присутствовало. Эта картина была дарована мне моей сестрой Заремой, которая была по туристической в Египте. И она привезла вот этот кусочек. И опять-таки мы ее так красиво решили. Она папирусная бумага. И вот кусочек Египта здесь, чтобы присутствовал. Мы ее так в рамку и туда. Это моя кухня. Скромная. Проходите, пожалуйста. Да. Вот, и это чисто наше вот мусульманское, опять-таки я разбавила здесь. Вы знаете, ну вот свечи это европейская, а вот здесь вот гозмунчуктор, гостивесин, вот чисто такой наш национальный колорит. Но мне сказали, дизайнер говорит, что очень красиво я вот в ансамбль вписала, да, и рамка такая. Рамку я сама все это придумываю, ищу, заказываю. Очень красиво, да. То есть это из Турции материал, да, гозмунчуктор. И вот моя скромная кухня, Да, ничего особенного. Скромное мое жилье, проходите. Значит, у вас получается трехкомнатная. Да. Доронбек, сейчас мы подходим историческое и стратегическое место, называется Баракка. В шутку мальтийцы называют Перл-Харбор, но это Баракка очень... История идет с 1565 года. Первый грандмастер Лавалет выстроил защитное сооружение, поскольку Мальта – это островной остров, нужно было защитить от нападения. Мальта вообще история сама очень богатая. 4000 лет до нашей эры история начинается. И Мальту завоевывали в принципе все, начиная от Византии, финикийцев, нормандцы, были все здесь, все захватывали. Самый крупный и длительный период захвата был, это были арабы, 500 лет они здесь высадились. И вот первый грандмастер Лавалет, он ошибочно, первое защитное сооружение он построил в Мдине, это в центре, внутри, в центре Мальты, мы после поедем, я вам покажу. И когда он выстроил защитное сооружение, он понял, что он допустил ошибку. Дело в том, что он построил внутри города, а на остров могут высадиться. И он тогда решил, что нужно гавани защищать, а не центр острова. И это сооружение после Мдина было первой столицей, а потом столицу Лавалет выстроил, потому что, если вот сейчас обратите внимание, это самая удобная гавань, высадка, вот, да, заезд кораблей, всех военных, высадка происходит именно отсюда. Очень удобно высадиться. И он стал выстраивать эту столицу Валета, да. Отсчет идет от 1575 года. Вот. Мальта сама находится недалеко от Сицилии, к югу Сицилии, 90 километрах от Сицилии. Она
Мальта находится 1830 километров от Гибралтара, и Африка всего 260 Рядом километров. получается, да. 260 километров. Получается, что Мальта – это последний европейский островок, и он был очень, не был, а он и сейчас находится стратегически очень важным участком. Во время всех завоеваний всегда все высаживались на этом острове, делали дозаправку. Если были ранены, допустим, англичане очень много построили госпиталей, потому что всех раненых они свозили на этот остров, здесь лечили. То есть они здесь полностью оккупировали, соорудили военную базу, медицинскую базу. Здесь они дозаправлялись, запасы воды, продуктов. То есть эта Мальта, он очень стратегически важный. И именно сейчас тоже. И даже когда наши российские корабли тоже бывают, заезжают, делают здесь дозаправку и потом уже дальше. Потому что рядом Африка, рядом арабские государства, Гибралтар рядом, Сицилия всего в 90 километров. Он получается посередине. Очень стратегически, очень важный и удобный остров. Как известно, это наш грандмастер Лавалет. Лавалет, он принадлежал Мальтийскому ордену. Кстати, в советское время, в 6 классе по истории, вы знаете, что мы изучали Мальту, но именно в качестве вот ордена Лавалетта, Мальтийский крест, Мальтийский орден. Вот он грандмастер, да. Здесь вот от вас слева вы можете посмотреть амфитеатр, древний исторический амфитеатр, который был разгромлен во время Второй мировой войны. Вообще высадка немцев на Мальте не было. Не было, не было, да, они не высаживались. Исторического факта нету. Но исторический факт, поскольку Италия совсем рядом, остров Сицилия в 90 километров, как я сказала, они что делали? Итальянцы же во время войны были за немцев, и военные немецкие базы 2 года они бомбили Мальту, остров. Вот. И вот этот известный амфитеатр, они его полностью разбомбили. В наши дни мальтийское правительство хотело его восстановить, поскольку остались архивные документы, и остались, вот оно, да, остались архивные документы, чертежи, можно было восстановить. Но потом решили исторически оставить след Второй мировой войны и не стали восстанавливать. Да, она оставили осталась, вот как да? есть. Ну, вовнутри они выстроили новые сооружения, и вот там проходят концерты известные мастера. Как известно, Голливуд, многие известные фильмы снимаются на Мальте, известный Трой, такие фильмы, да, американские поп-звезды, все приезжают. Ну вот они, есть другие театры, но вот почему-то именно вот им нравится этот исторический амфитеатр. Он так, днем его так не видно, но вечером он подсвечивает, очень красиво. Хорошие концерты и акустика хорошая происходит. Доромбек, вот здесь называется ворота столицы. Это наш известный фонтан. Вот, справа от вас находится исторический 6-звездочный отель, где Елизавета выросла и проживала до 17. Юность Елизаветы II проходила здесь. Вот. Потом, по-моему, в 17 или 18 лет она уехала в Англию. Вот. А до последних дней, по-моему, даже перед смертью за год она приезжала, останавливалась. Всегда она в этом отеле останавливалась. Это вот наши главные ворота, и называется улица Репаблик-стрит. Да, это ворота нашей столицы. Пойдемте, я вам покажу. Вот тут, если вот видите, за мостиком начинается новое здание. Оно было справа, да. Оно было недавно построено, буквально несколько лет назад. Это депутатский корпус, это наш парламент, где наши депутаты, 2 партии представлены, как я говорила, националисты и лейбор. Они там заседают. Но здание, мальтийские жители высказывали свое недовольство
недовольствия, потратили баснословные деньги, выстроили этот парламент, но как будто он не вписывается в архитектуру. Если посмотрите, архитектура столицы, она очень древняя, защитные сооружения. Вы можете вот здесь вот как раз и слева, и справа можете обратить внимание. Вот, посмотрите. В 15 веке это все было вручную вырублено. И вот так вот защитные сооружения были построены. Чтобы грандмастером, да, обезопасить да, город, сохранить остров, защитить остров от высадки, потому что я говорила, что это стратегически военная база, она очень удобная, и всегда ее пытались захватить. Вот, и вот эти вот сооружения, натуральные сооружения, Мальта очень тоже много денег вкладывает. Здесь постоянно, каждый год происходят какие-то обработки, стараются держать камень в хорошем состоянии. Если видите, он очень высокий, он тяжелый. Чтобы обезопасить от разрушений, они его все время следят. Тоже очень большие деньги тратятся. Ну и вот с этой стороны справа от меня вы можете увидеть новый парламент. Наши депутаты там заседают. Жители Мальты были недовольны, потому что здание очень ультрасовременное. И они сказали, что был нарушен архитектурный ансамбль. Потому что мальтийцы очень гордятся своей архитектурой, своей древней историей. Поэтому было вот большое возмущение. Но все-таки все мы это пережили. Сейчас успокоились. Вот вы можете посмотреть парламент наш. И вот если вы смотрите вот вперед, это наша знаменитая Репаблик-стрит, самая главная улица столицы. Не удивляйтесь, поскольку я говорила, что Мальта, она очень маленькая. Остров Мальты по длине он 27 километров, а ширина 14,5. Очень маленький остров. Население 554 тысячи. Но свыше 1 миллиона мальтийцев эмигрировали в 60-е годы. Да, дело в том, что тогда было коммунистическое правление, и поскольку рядом находятся все капиталистические страны, мальтийцы были возмущены тем, что было сложно купить там телевизор, какие-то бытовые, не было продуктов. Но то же самое, то, что мы испытывали в советское время. Но для нас это казалось, это нормой жизни, а они не смогли это терпеть. И была такая массовая иммиграция, и люди уехали в Англию, в Америку, в Австралию, в Канаду, больше миллиона мальтийцев. И вот 500 000 здесь вот остались. И вот вы можете посмотреть узкие улочки, которые привлекают людей, туристов. Доромбек, вот если посмотрите, это наш президентский дворец, и президент Мальты сидит в этом здании. Но, как я уже говорила, президент номинальная фигура, у него нет правления, он только подписывает и назначает судью, верительные грамоты, вручение происходит здесь. Вот. А потом уже после того, как он подписывает документы с вручительными грамотами, с орденом, они идут по этой улице, Репаблик-стрит, к премьер-министру, знакомиться с премьер-министром. Вот наш дворец президентский. Да, он очень старинный. С этой стороны это наш первый банк, Мальтийский старинный банк. Вы можете посмотреть. И дальше мы можем пройти там по улице, показать самый главный собор. Доромбек, у нас появилась уникальная возможность. Очень важный человек, который играет большую роль на Мальте, пригласил нас в гости. И вот я хотела бы вас познакомить. Мальтийскую семью, да? Да, да. Hi, hello. Nice to see you. Nice to see you. Hello. Come in. Hello.
Hello. All right, hello. Malcolm. Hello. Nice to meet you. Hello. Hi. Hello. I would like to, я хочу вас познакомить. Это мой бывший пациент, папа Малькома. Он был моим пациентом. Они почему-то полюбили меня, очень оценили мою заботу, и мы после этого стали с ними дружить. Это папа, мама, это наш уважаемый на Мальте Мальком. Недавно ему вручили, и он вступил в союз членов ордена святого Иоанна Павла. Вот. И это человек, который меценат, который очень высокопорядочный, у которого есть большое уважение. И, кстати, он тоже, как вы, в каком-то образе, он тоже, как вы, ваш коллега, потому что много снимается на ТВ-программах и ведет какую-то передачу. Познакомьтесь. Yes. Dear Malcolm, I would like to give you a gift, small gift. Thank you. Because unfortunately, I'm sorry, I didn't know about your chevalier. You know that you've been in order. It's an honor. Thank you. It's a really honor. It's pleasure. I would like that from this Parker. Thank It's you. a Bible Thank you. that Thank you you. sign. Thank you. Major, Appreciate very. it. Thank you. Thank you. Thank you. All right. you. Thank you. Thank you. Monica, something small for you. Thank you. As I know, you know, Ina is a Maltia. I know that we don't come with empty hands. Okay? Джанлай, мы приехали сейчас сегодня в мальтийскую семью, именно традиционная семья здесь находится, да. Для нас тоже интересно будет, наверное, и для наших телезрителей. Расскажите, пожалуйста, как вы познакомились и какое отношение к вам имеет эта семья? Это очень уникальная традиционно мальтийская семья, которая уважаема на Мальте, потому что сын сейчас очень значимый человек после того, как его приняли в ордер. Он тоже ваш коллега, тоже много выступает на телевидении, но наша дружба началась вот с его отца. Отец в один прекрасный день заболел, вот, и стал моим пациентом. Из всех сотрудников, когда мы его лечили, почему-то он выбрал именно меня. Ему нравилось мое профессиональное отношение к нему, и они стали ко мне очень так относиться тепло, и начали предлагать, чтобы мы дружили, как-то вот, знаете, чтобы мальтийская семья, вот как мы, чтобы я как-то была очень с ними рядом, близка. Они, естественно, меня расспросили, есть ли у меня родственники здесь. Я сказала, что нет, я одна здесь. И они говорят, вот мы будем твоими папой, мамой, вот эта дружба у нас пошла оттуда. И после, когда уже отец Малькома выписался из больницы, ему нужно было еще продолжать лечение, и мама его позвонила мне, попросила, говорит, ты можешь вот нам указать услугу, и, естественно, я за ними ухаживала. И с того момента у нас завязалась дружба, и потом уже, я не знала Малькома, я потом его уже узнала. Как вы познакомились с Джаныл Аим? И про Кыргызстан вы слышали? Знаете, где находится Кыргызстан? Malcolm, I need your help. Can you ask mommy and daddy from where our story started? Although that I explained shortly, but it's better, I think, if daddy and mommy will tell us story. L-istorja bdiet konna l-isptar, ħadd ir-raġel l-isptar u Don't worry. tant ħabbejta lila li xtaqta li tgħinni ħafna u ġalta tiġi d-dar tuħsib il-raġel li għamlet ħafna miegħi għax ċertu affarijiet ma kontx nafhom, imma bis-saħħa tagħha u bl-għajnuna u brava l-intelligenza l-għandha għamlitni ħafna l-insir inħobba, ejnitni ħafna, għax kieku ma kenniċ ma nafx kont nagħmel. Malcolm, would you like to translate? Yes, please help us. So, Janil was assisting my daddy when he was admitted in hospital. She was taking care of him with
to the full, to the full. And also after he was released from hospital, she kept taking care of him. We built up a very nice relationship with Janil. Janil is a beautiful soul with a golden heart. She really takes care of the patients with such love and professional. And to my dad, she really did a lot. She helped him a lot. She kept taking care of him. We kept in touch. She used to come visit him as well. And we became like family. Janil became like a family to us. We are very proud that we met you. Met you. That we have met you at Mater Day at the hospital. But I'm telling you, she's a really beautiful Nice person. A very, very nice person. Thank you. Ну, давайте, наверное, я теперь переведу. Доромбек, я, конечно, стесняюсь, когда... Ну, я человек не медийный, простой, и, естественно, они сейчас очень много таких позитивных вещей говорят мне. Даже мне неудобно переводить и объяснять. Но, конечно, мама и папа и Мальком объяснили здесь, что я была очень профессиональна, очень такой тонкий подход к отцу, потому что каждый больной требует индивидуального подхода. И каждому больному нужно найти свой вот этот вот подход, который именно к нему подходит. Когда люди больные, они становятся беззащитными очень. И поэтому моя профессия предполагает то, чтобы я нашла каждому больному свой индивидуальный подход, нестандартное решение. Поэтому эта семья, мы вот так задружились. Мама его говорит: все, вот ты теперь будешь нашей дочкой, вот ты здесь одна, у тебя нету родственников, ты, оказывается, очень издалека. И вот они как бы сейчас, теперь мы много лет уже дружим, и сейчас мы, конечно, я ни о чем не жалею. Как я уже раньше говорила, мальтийский народ, он очень сплоченный, очень дружба, и они ценят дружбу, истинную, искреннюю. И, конечно, они готовы отдать все ради дружбы, многое положат, поделиться с последним даже куском хлеба. Вот. И эта вот дружба произошла с больницей и разрослась, а теперь вот они как мои родители. Я, конечно, ценю и дорожу их дружбой тоже. Мальта небольшая страна, небольшой остров, населением 550 тысяч, да, квадратуры там мы видели 316 километров. Если вы знали или видели, в истории Кыргызстан тоже один из больших городов, 7-миллионное население, страна. Вот благодаря нашей Джанил вы хоть что-то узнали о Кыргызстане? He's saying, as we got to know today, that Malta is very unique, very small, tiny island compared to other large country with a very small population. And obviously they are asking, being as a small such population, being so small, but historically a very interesting country with big heart, how you got to know me, and if you know anything about Kyrgyzstan, or you know about Kyrgyzstan through me, of course. Since Malta is small, we have advantages that you you can travel easily. To go from one place to another, it's easy. Also to meet people, to meet new people, it can be easier also. Like meeting you, Janil, it was easy because we have only one general hospital, but obviously there are several private hospitals, but our general hospital, where you work, we had to meet you there. So yes, we have advantages, the fact that we are small, for many reasons, even if you want to go out, you know, it's easy to travel, it's easy to reach restaurants and various nice places, you know. What was the other question? About your country. If you know anything about Kyrgyzstan. Through you. Through me. Through you. I haven't heard of the country before.
But Rio, yes. You should- now I you started should come one Google. day, I started yes. Google, and I can see a very, very nice pictures of your country as well. Ага. Он, конечно, рассказывает, хотя мы маленькая страна, но народ, мы постоянно ездим, посещаем, как туристы, много стран. Но про Кыргызстан, естественно, здесь очень мало людей знают. Почему-то больше соседние республики, как Казахстан, знают. А вот Кыргызстан только начинает быть популярным. Но, естественно, они знают про Кыргызстан через меня. Естественно, когда они спросили, откуда я им объяснила, откуда. Они говорят, где эта страна? Ну, так удивились, говорят, это очень далеко, говорит, как так получилось, что ты именно на Мальту сюда приехала? Ну, естественно, рассказываешь предысторию. И, кстати, когда мы подняли регистрационный ЗАГС книги, оказалось, что, оказывается, на Мальте одна я кыргызка проживаю. И вот для них они говорят, мы даже не слышали про Кыргызстан. И в этом году, кстати, первая мальтийская семья посетила Кыргызстан. Они ездили, созванивались со мной, узнали и, конечно, полюбили страну. Но Кыргызстан невозможно не полюбить. Наша природа, наши горы. И они мне постоянно звонили, говорили, ой, еда, это что такое? Бешпармак. Мне вот объясняли чучу, козы. Они, оказывается, там бегали по этим ресторанам. И вот они, конечно, в шоке от нашей культуры. Я сейчас вот всем всегда говорю, пожалуйста, приезжайте в Кыргызстан, give us tour in your beautiful home. Basically, in Malta, this is our living room. Many Maltese, we have the traditional that we have a formal living room like this place. Also, this is a formal dining room, as you can see here. But we also, as the Maltese, have mainly we eat in our kitchen. Like our kitchen will be complete with the dining table. But we have formal dining rooms, like you can see here. Many houses in Malta, you find them combined with the living room, living and sitting. Значит, Мальком нам гостеприимный объяснил, что здесь у них зал и сразу идет столовая. Это чисто мальтийская традиция, она совмещенная, но, естественно, есть другая столовая. Но они очень широко, большое сердце у них, они любят вот так вот гостей очень принимать в таком красивом виде и создается в виде музея. Это красота. This picture, it's an old painting, but to be honest, we don't have much information about it. But to be honest, my mom and dad moved like 3 houses. This is the last house that they have moved in, and it's been from the first house. So they have been married now almost 47 years. So for sure it has over 47 years, you know, this painting. Мальком хочет сказать, что вот эта картина ездит с ними уже 47 лет, потому что когда родители поженились, ихние родители подарили эту картину, но они, это очень старая картина, но они точно не хотят сделать ошибку, точно они не знают, где это место было именно. Но они знают, что это очень старинная картина. So this is our corridor, basically, that leads you to our rooms, you know, like the bedrooms and the bathrooms and everything. We love our house, as you can see. My parents always take care of their houses with such high quality, if we can say that. As you can see, we have very nice paintings. We don't have much information about the paintings, but we have very good quality of paintings here, as you can see. But that's all. It is what it is. Он объясняет, что родители очень ценят эту квартиру, и они стараются ее держать именно в таком стиле барокко, в старинном стиле. Все картины оригинального, но есть очень мало информации, и он не хочет ошибиться, дать именно точную информацию о картинах, не может рассказать точно. Ну, вот мы сейчас видим награду. Очень интересная награда. Это что за награда? Еще раз. Malcolm, can you explain exactly what is this cross?
Yes, exactly. So, as you know, last December I have been honored part of the Order of St. John. Basically, this represents the Chevalier title. So, I became a Chevalier of the Order of St. John. For me and for my country, it's such an honor that a person get this kind of honor. You know, it's a privilege, and I feel very proud that I have been honored with this such a noble and prestigious title, you know, for my whole life. Он объясняет, что в декабре, в 20-х числах, в начале 20-х числах декабря Мальтийский орден, древнейший орден с 12 века он идет. Его приняли за этот орден, принимают не всех, только очень уважаемых и заслуженных людей, у которых такие понятия, как честь, до сих пор присутствует, да. И вот его приняли в этот ордер, он стал кавальером, на английском это шевальер, и, естественно, он большой меценат, делает вложения, смотрит за бедными. Вот. Это, конечно, честь и для семьи, для мамы это тоже большая честь, потому что сын сейчас уважаемый, признанный человек в республике. Доронбек, сейчас мы прибыли в одно из самых исторических и красивых мест Мальты. Это первая столица Мальты. Она была построена 700 тысяч лет назад, до нашей эры. Вот. И когда ее выстроили, эта постройка была ошибочно выстроена, потому что, как я уже рассказывала вам в Валетте, первый грандмастер выстроил сооружение, хотел защитить остров, но потом он, когда понял, что это находится внутри, он перенес столицу в Валетту и стал охранять весь остров. Доронбек, вот здесь наша красота, панорамный вид из первой столицы Мальты. Вы можете обратить внимание. Отсюда живописные места. Все, весь остров как на ладони. Красота. Вся красота. Да. Вы можете посмотреть. Да, очень красиво. Красивая страна, красивый город. Очень исторический. Да, исторический. Да. Мне бы хотелось бы в продолжении нашей беседы задать вам такой вопрос. Вот живя в Мальте уже столько лет, сбылись ли ваши мечты? Вы считаете себя счастливой женщиной? Вы знаете, Доронбек, вот я скажу вам искренне. Наверное, да, действительно, когда я решила, это тоже был нелегкий поступок, бросить все и страну, где ты родился, где ты вырос, культуру, традиции, свои корни, родственников. Это был очень сложный шаг. Но я решилась на этот шаг и хотела что-то, наверное, скорее для себя, доказать себе, что я сильная женщина, что я могу что-то. Я хотела что-то новое. И уехав, сейчас уже вот спустя, наверное, 30 лет прожив здесь, я хочу сказать, что я ни о чем не пожалела. Да, были трудности, ну а как жизнь без трудностей? Как не бывает все в розовом свете. Если действительно ты хочешь чего-то добиться, на твоем пути всегда будут камни, углы, да, сложные дороги. Ступеньки. Да, ступеньки, конечно же. Да. И приехав на Мальту, я не хотела просто вот приехать, эмигрировать. Это не было моей целью. Я хотела доказать и добиться чего-то. Поэтому, наверное, я начала с нуля. И да, я хочу сказать, что я счастливая женщина. Мне повезло в браке. Мой муж был хорошим. Наверное, даже могу похвалить его великим человеком, от которого я брала
пример. Мои минусы, мои недостатки мой муж превращал в достоинство. Это тоже сильное качество. Институт брака – это, наверное, самый-самый тонкий, очень такой сложный институт, где, к сожалению, официального института брака не существует. Браку тоже нужно учиться, чтобы сохранить семью, дать будущее своим детям. Вот. И ты когда сходишься, наверное, на небесах Бог соединяет мужчину и женщину, и ты вместе должен пройти все пути, все сложности. И, наверное, только пройдя вместе, оберегая друг друга, оберегая свою семью, свои отношения, ты, наверное, приходишь к тому, что ты можешь передать своим детям культуру, внутреннее богатство, сохранение семьи, отношения, традиции, язык, чтобы это не уходило никуда. Это мы должны, родители, передавать своим детям, дети должны передавать своим детям. Вот так вот становится институт брака, которому, к сожалению, нигде не учат. Официально ни в одной стране не существует. И да, я могу сказать, что я счастливая женщина. Я была любима, я любила. Вот. Я достигла всего, что я себе поставила цель, я добилась этой цели. И оглядываясь назад, я ни о чем не жалею. Я бы, если бы сейчас вот Бог спустился и сказал, хотела бы ты начать, я тебе дам возможность начать жизнь сначала, я бы сказала нет. Нет, я ничего не хочу начать сначала. Я бы прошла бы свою жизнь так, как вот она была сложной, трудной. Но сила человека, то, что я, наверное, смогла все это преодолеть, это пришло от моих родителей. Отец дал нам многое, образование. В советское время он нас еще тогда, я помню, когда большой процент, 80%, по-моему, русскоязычного населения в Кыргызстане, а коренное население в селах, нас уже отец тогда гонял. Окула, учитесь, не надо спать, депчи, спать еще успеете. Всегда нас гонял. Как детям нам было тяжело. Но сейчас я знаю, что мой отец был прав, потому что если бы он в меня не вложил вот это все, я бы, наверное, никогда бы не справилась с теми трудностями, с теми задачами, которые я смогла преодолеть благодаря своим родителям, благодаря своим корням. Кыргызстан мой любимый. В нашей кыргызской крови течет гены, кровь нашего великого Манаса. И мы не должны никак упасть. Мы должны сохранить имя Манаса, быть гордыми. Джанглайм, продолжение нашей беседы. Мы сейчас вот находимся прям у Среднего моря, Средиземного моря, да, вот прям вот руку подать вот рядом. Хочу такой вопрос задать. Сейчас очень много возможностей выехать за рубеж. У нас сейчас молодежь выезжает за рубеж, кто-то учится, кто-то на работу едет. Что вы желаете для молодежи и что вы советуете? Какую мотивацию вы бы дали для нашей молодежи? Знаете, я хочу сказать нашим кыргызстанцам, нашей молодежи, я верю в них. Я хочу, чтобы каждый из них имел свою мечту. Если у тебя есть мечта, у тебя появляется цель. А если у тебя есть цель, у тебя уже есть план к действию. А когда есть план к действию, шаг за шагом, ступенька за ступенькой, ты идешь к этой цели. Молодежь Кыргызстана, не бойтесь мечтать. Мечтайте, и вы добьетесь своих успехов, своих целей, своих задач. Поэтому вы амбициозные, вы молодые, не бойтесь творить. Я думаю, что каждый должен иметь свою мечту. Джанглайм, ваши пожелания и, как говорится, для нашего Кыргызстана и в будущем, как вы видите наш Кыргызстан?
Уважаемые кыргызстанцы, мекендештер, я хочу пожелать вам мудрости и терпения в принятии любых решений. Благодаря нашему президенту в стране происходят положительные изменения. Вы видите, сколько сейчас новых школ, детских садов, больниц открывается, реконструируется, строятся новые дороги. И, наконец-то, после долгого периода времени правительство сейчас уделяет много времени районам, селам, отдаленным селам. Все это положительные моменты, и все это приведет к развитию Кыргызстана. Конечно, Дооронбек, во всех этих положительных изменениях, которые происходят сейчас в Кыргызстане, вы вносите свой непосильный труд, свою лепту. Благодаря вам, вашей передаче «Мекендештер», в мире стали узнавать Кыргызстан, спрашивать традицию, культуру, обычаи, язык. Благодаря вам Кыргызстан стал развиваться в сторону туризма. Я хочу пожелать вашей передаче дальнейшего развития, новых встреч интересных. Развивайтесь, творитесь. Спасибо вам еще большое. Жаңлайым, спасибо вам за участие в нашем проекте «Мекендештер» в Мальте. Спасибо за гостеприимство. Мы желаем вам долгих лет жизни, здоровья, успехов, чтобы ваши мечты еще сбылись, стали доктором наук, профессором, да, и всегда, чтобы мы гордились вами, что наша соотечественница в Мальте, своей профессии, как говорится, представляет нашу страну. Спасибо. И примите от нас небольшие подарки от нашей компании. Вот это дизайнерские, авторские дизайнерские сумочки ручной работы от компании Джилдыз Максуталиева. Вот это вот с нашими орнаментами такими. Примите. Красиво, вот такой подарок, да. И наши сувениры от нашего YouTube-канала Door Life Media. Я вам благодарна, искренне благодарна. Надеюсь, вы были здесь мной окружены, приятно окружены. И я хочу вам пожелать, чтобы ваша программа процветала, развивалась дальше. Не стойте, творите, пожалуйста.